Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели и телезрители, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона я, редактор Вета Вишнякова, наши режиссеры Ольга Степанова, Максим Владимиров, а в нашей студии гости, и я рада их представить. Президент Торгово-промышленной палаты Республики Саха-Якутия Марина Богословская. Марина Олеговна, здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас видеть. Также в нашей студии Денис Савостин, член Комитета по развитию агропромышленного комплекса Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Денис Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. Кроме прочего, вы являетесь еще председателем Комитета по развитию предпринимательства в сфере сельского хозяйства Торгово-промышленной палаты Республики Саха-Якутия и основателем бренда «Мархинская». Так точно. Все основные статусы ваши назвала. Спасибо. И также в нашей студии Илья Самсонов, генеральный директор Якутского городского молокозавода. Илья Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что вы нашли время и пришли сегодня в нашу студию. Тема нашего эфира первого блока звучит так. Перспективы развития предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса в Республике Саха-Якутия. Будем слушать сегодня экспертное мнение. В нашей студии настоящие эксперты. И, Марина Олеговна, я с радостью передаю вам слово. Да, спасибо, Светлана, за то, что в очередной раз вы даете нам возможность не только рассказать о деятельности торгово-промышленной палаты, мы целый цикл передач уже с вами, как говорится, основали, да, идем уверенно по этому пути, но такая самая большая наша задача – это знакомить жителей республики, жителей Якутска с предпринимателями, у которых они, собственно говоря, приобретают услуги, товары, но редко знают, что за люди стоят за брендами, за названиями компаний. Поэтому мы приходим в студию всегда с нашими членами палаты, с нашими друзьями, коллегами. И вот сегодня у нас два замечательных молодых человека. Вот вы перед эфиром, да, тоже удивились, что какие молодые, замечательные ребята. Я просто влюблена в Илью, он такой молодой и красивый. Да. Я не ожидала, что ну, а я влюблена в Дениса Анатольевича. Марина Олеговна, спасибо. Но мы не поссоримся, значит. Нет, конечно. Вы, как всегда, как президент торгово-промышленной палаты, своим членам не изменяете. Приятно слышать. Так оно и есть. И мне кажется, людям интересно узнать, кто стоит у истоков, у начала, да, того или иного бизнеса. И причем, знаете, очень актуальна, вот особенно в последние годы, тема продовольственной безопасности. Да, и то, что вот ребята целенаправленно занимаются тем, что кормят людей и обеспечивают эту самую продовольственную безопасность, я думаю, будет интересно, да, как они пришли в этот бизнес, чем занимаются сейчас, какие перспективы у их направлений. Ну, Денис Анатольевич, вы начнете? Еще раз добрый вечер. Светлана, спасибо большое, что пригласили нас принять участие в сегодняшней передаче, в сегодняшнем эфире. Вопросы продовольственной безопасности, вообще вопросы наличия или отсутствия продуктов, это, как всегда, насущный вопрос, актуальная повестка. Честно говоря, я очень рад, что в 2021 году я вернулся в Якутию и начал трудиться вместе с моими коллегами по цеху, не побоюсь этого слова, на благо развития сельского хозяйства, животноводства нашей республики. Вы ведь наш местный. Местный, да. Я родился в Якутске, но уже 25 лет проживал за пределами республики, и вот так получилось, что судьба вернула меня обратно на малую родину. Хочу поблагодарить Марину Олеговну, потому что уже под ее руководством я работаю с 2021 года как член торгово-промышленной палаты. И Марина Олеговна пригласила меня возглавить комитет, и у нас достаточно серьезная работа идет в рамках нашего комитета внутри торгово-промышленной палаты Республики Саха-Якутия. Ну и Марина Олеговна также нагрузила меня еще общественной работой и включила меня в комитет по развитию предпринимательства в сфере АПК Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. И вы замечательно справляетесь, Денис Анатольевич, за что вам большая благодарность. Хотел сам себя похвалить, сказать, что наша торгово-промышленная палата принимает большое и активное участие во всех мероприятиях. Мы практически не пропускаем ни одного заседания. Ну и хочу обратить внимание, что торгово-промышленная палата – это такая очень удобная площадка, могу сказать, что это такая джар-площадка и рупор предпринимателей, которые действительно слышат. Вот до знакомства с Мариной Олеговной я
не перестаю говорить, что я сначала не понимал, в принципе, роль торгово-промышленной палаты. И вот благодаря такой нашей совместной работе вижу результат. И самое главное, что это возможность как раз продвигать интересы, озвучивать проблемы наших предпринимателей, наших участников сложного процесса на федеральном уровне. И благодаря вот этой работе даже есть уже достаточно большое количество инициатив, которые выходят на уровень законопроектов. А мы сегодня тоже можем озвучить, какие проблемы у предпринимателей, тем более, что сегодня один из, и будет во втором блоке еще один Марина человек. Олеговна, с вашего разрешения хочу поблагодарить Илью Александровича. Илья, спасибо тебе, что не отказал, поддержал нас с Мариной Олеговной, потому что... Илья Александрович нам вообще не отказывает, он принимает активное участие в наших и выставках, ярмарках. Просто не все это знают, что вот Илья буквально вчера или там сегодня с самолета, да, и отменил все совещания свои, принял решение принять участие в этой передаче. Спасибо, Илья. Марина Олеговна, если позволите, немножко цифр. Да, конечно, это интересно. Да, я поднял статистику. Есть такие интересные данные, которые, возможно, будут интересно послушать нашим радиослушателям. Значит, фактически показатели – это данные, которые от Минсельхоза. Информацию брал с выступления Александрова, значит, нашего министра Артема Александровича, к сожалению, не смогли принять участие в сегодняшнем эфире, большое количество мероприятий. По уровню самообеспеченности мясом мы на сегодняшний день достигли показателя 27%. По уровню самообеспеченности молоком данный показатель чуть выше, он составляет 55%, Илья Александрович. Вот, по яйцу, значит, в 2025 году у нас показатель там 62%, тоже достаточно высокий показатель, приятно слышать. По картофелю мы достигли показателя тоже около 63%. Ну и, значит, по уровню самообеспеченности овощами данный показатель у нас на уровне 37%. То есть, исходя из этих данных, мы видим, что нам есть к чему стремиться. То есть, на сегодняшний день вопросы продовольственной безопасности – это важные вопросы. Они касаются и качества продукции, и качество жизни в целом. И качество жизни в целом. Вот Марина Олеговна, я знаю, что буквально только совещание с головы, вот, с корабля на бал. И также это касается и вопросов цены. Да? Отрадно говорить о том, что на сегодняшний день у наших жителей республики высокий уровень доверия к продукции местного производства. И в том числе благодаря таким ярким представителям, Илья, как Якутский гормолокозавод со своим брендом «Молочный дождик». Я вот только молочный дождик покупаю, потому что там сроки, это свежее молоко, по сравнению с тем привозным, правильно? Это радует, логика в этом есть. Да. Да. А я приезжаю в Якутск, останавливаюсь у своих родителей, и моя мама, когда накрывает на стол, достает сметану, говорит: сынок, вот только молочный дождик. Илья, прокомментируйте относительно молока, и мы там вот такую дискуссию сделаем, будем друг другу передавать слово, чтобы у нас была такая оживленная дискуссия. Да, Светлана, вы не против? Конечно, Илья, вы захотите рассказать вообще и про сотрудников, да, и про ваши цеха, и про меценатство. Вы же поддерживаете многих. Стараемся. Спасибо, что пригласили. Вкратце небольшая справка по заводу. Нашему предприятию в этом году исполняется 92 года. Завод состоит из 6 основных производственных линий. У нас общий объем выпускаемой продукции по году порядка 14,5 тысяч тонн. Продуктовая корзина у нас состоит из порядка 50 наименований SKU. Коллектив дружный, сплоченный. Есть такой у нас отраслевой праздник, День пищевика, проходит осенью. У нас там есть награды ежегодные. Вот у многих сотрудников есть всего лишь одна запись в трудовой книжке. Как пришли на завод, так и остались. То есть выслуга лет там 35-40 лет. Это о многом говорит, ведь, да, правда? Это норма для завода. Максимальная социальная поддержка своего коллектива, соцпакет. Поэтому стараемся вкладываться не только в рекламу, что немаловажно, но также и в технологии, также самое главное в людей, в наших сотрудников. Касаемо, вот сейчас ранее прозвучала тема про истоки.
Не покупатель, когда приходит и видит там какой-то определенный товар на полке, редко понимает всю историю до конца, что в каждой пачке молока, в каждой там пачке творога или пачке любимой сметаны это не труд какого-то там отдельного предприятия или там какого-то мастера, оператора, там рабочего. Это гораздо больше. То есть это поле, это село, это колхозы, где мы закупаем сырое молоко. И это прямо большая целая отраслевая история. И мы как-то раз подбивали статистику, смотрели, что непосредственно наше предприятие — это 200 человек. Но если собрать еще в кучу все те предприятия, в которых мы закупаем сырое молоко, это как небольшие хозяйства, как организованные хозяйства, Туймада, агроферма, муниципальное мэрское хозяйство. Это порядка там в кучу собрать это 1000 человек, да. И мало того, у каждого сотрудника есть своя семья, есть свой ребенок, супруга, родители. То есть это на самом деле огромный сектор, в котором принимают участие огромное количество людей. Это очень правильная позиция. Да. Вот. А молоко не прокисает. Это вот почему? Молоко прокисает, любое молоко прокисает в зависимости от условий хранения. Вот. Но молоко вообще делится, молочная продукция. Один из видов классификации — это стерилизованная и пастеризованная продукция. Стерилизованная продукция, она нагрета, молоко нагрето на температуру свыше 100 градусов, и тем самым убиваются бактерии, кишечная палочка и прочее. Вот как раз эти элементы, они дают скисание молоку. Если молоко мы вскипятили, грубо говоря, простерилизовали, то у молока может быть высокий срок годности, то есть там 2, 3, 4 месяца вплоть до года. Наше оборудование, на котором мы работаем, позволяет нам удерживать сроки годности до 1,5 лет. Но мы специально намеренно занижаем эти сроки годности, с Роспотребнадзором отрабатываем, дабы избежать каких-то спорных конфликтных ситуаций. Потому что, как я уже сказал ранее, любое молоко, любой продукт может быть испорчен в зависимости от его хранения. Если молоко пастеризованное, оно считается более натуральным молоком, у некоторых людей. Там присутствует кишечная палочка, и, соответственно, там срок годности, он сокращается там, до 1,5 недели, грубо говоря. Мало того, есть отдельный вид молочной продукции, такая как детская молочная кухня. Мы запустили цех еще в том году, но у нас заняло определенное количество времени аккредитация данного цеха. Это все через Москву, через Центральный Роспотребнадзор. Молоко для детей от годика до 3 лет. Это максимальная свежая, максимально натуральная продукция, если можно так выразиться, да, относительно. Повышенная степень чистоты, повышенная степень безопасности, пастеризованная, и там сроки годности вообще 48 часов. Поскольку это вот из разряда детского питания. Да, детское питание, так точно. Вот, вкратце как-то так. А еще у вас появилось новое направление, это молоко витаминизированное для беременных женщин и кормящих матерей. Расскажите про это. Очень вкусное молоко. Очень вкусное молоко. Сегодня попробуем. В пакете за студией стоит как раз-таки пару. Я, честно говоря, думаю, что все эти пакеты это мне, Илья Александрович. Ваши пакеты отдельно лежат. Спасибо. Все в машине там. Молоко для беременных — это премикс витаминов. Тоже одна из наших маркетинговых сторон, часть нашей политики. Питание в условиях севера — это не просто набор калорий, белков, еще чего-то. То есть это полностью должно быть сбалансированный, правильный, грамотный подход, потому что, как ни крути, все равно витаминоз, долгие сложные зимы, и питаться надо и вкусно, и полезно, и правильно, и сбалансированно. И вот как раз-таки молоко для беременных — это премикс целая группа витаминов, которая поддерживает здоровье как во время беременности, да, будущей матери, так и уже кормящей. И правда, молоко хорошее, вкусное, и действительно оно имеет положительный эффект, положительное влияние на здоровье матери и ребенка. А почему вы решили такое молоко производить? Большая конкуренция. Вообще рынок FMCG, да, продукции так называемой ежедневного потребления, да, с короткими сроками годности, это очень конкурентный рынок. И это может быть упаковка, это может быть содержание, это может быть цена. Цена, конечно, это решающий фактор, поэтому у нас тоже наша политика, это уже из экономического блока. Мы стараемся работать на минимальной рентабельности, но при этом добивая объемами. То есть тиражирование продукции снижает себестоимость единицы продукции, поэтому мы стараемся выпускать как можно больше, продавать как можно больше при наиболее сдержанной цене, наиболее конкурентной цене. У нас есть звонок от слушателя. Вы без наушников не услышите, можно приложить или надеть. Ирина Олеговна. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Марина. Да, Марина. Мы хотели бы узнать с семьей, сыры изготавливаются из натурального молока или нет? Спасибо. Сыры, которые наши.
Да, сыры, которые наши. В Якутске изготавливаются или вообще? В Якутске, видимо. Так, хочу, кстати, обратить внимание, я перебью. Люблю, когда меня Илья приглашает в гости, и недавно посетил его цех сыроделания. Вот. И в этом году он меня не балует, а в прошлом году на Новый год Илья мне подарил сыр пармезан. Представляете? И когда, Илья, спасибо тебе. Домашний сыр у вас очень вкусный. Да, мне приятно посещать твое производство, потому что я вижу, с какой любовью к этому относишься. И вот, ребят, действительно делаются классные сыры. Но вы ответьте все-таки на вопрос, потому что очень интересно. Меня тоже мучают сомнения. Так, касаемо пармезана. Пармезан уже ждет в машине на этот Новый год. Увы, не успели встретиться вовремя. Но все помню. Марина Олеговна, вы услышали? Он сказал, да? Пармезан в машине. И даже записала. Все точно. Тут у нас гусарам на слово верят. Касаемо сыра. Сыр – это сложный, дорогой продукт с долгой оборачиваемостью. На 1 килограмм сыра, и так же, как справочно на 1 килограмм масла уходит 10 килограмм сырого молока. Это первый момент. Второй момент. Сыры делятся на 3 большие группы. Это твердые сыры, такие как пармезан, полутвердые сыры, голландская группа, российский сыр, пашхонский сыр и мягкие молодые сыры, как раз таки домашний, кавказский, адыгейский, моцарелла. О чем это говорит? То есть, чем сыр тверже, тем нужен более высокий, более долгий период выдержки. Если мы говорим про полюбившийся пармезан, это такая, скажем так... Вот как раз на фотографии мы во время экскурсии. Так, точно. Да. Точно. На молокозавод. Пармезан мы в продажу не пускаем, потому что, увы, высокая цена для рыночных продаж. Мы его изготавливаем больше для рекламных целей, для друзей, для мероприятий. Срок выдержки пармезана, то есть помимо того, что мы морозим, что мы вкладываем 10 килограмм молока в 1 килограмм сыра, мы еще и морозим эти деньги на 1,5 года. Это срок вызревания пармезана. Полутвердые сыры, они вызревают в течение 2 месяцев. Мягкие сыры вызревают, можно, грубо говоря, буквально на второй, на следующий день после производства пускать уже в продажу. Сложный продукт, и несмотря на то, что регион, он на самом деле молочный, да, Якутия, и люди любят молоко, сметану, масло, но, скажем так, касаемо сыра, регион тяжелый, и продажи идут не очень хорошо, поэтому мы в год производим порядка 50 тонн сыра, это относительно общего выпуска нашей продукции минимальная доля, но оставляем для поддержания линейки, для ассортимента, для покупателей, те, кто это любит, и как-то так. Потому что выбор, наверное, большой, да, и поэтому сложно конкурировать. А какие у вас сложности есть? Выбор большой – это цена. То есть тут вопрос даже немножко в другом. Есть так называемый дешевле невозможно. Дешевле невозможно, потому что все равно в регионе дефицит сырого молока. Молока не хватает, и мало того, для сыра нужно молоко высшего качества, отборное молоко. И это молоко мы можем собирать не весь сезон высокого молока, а только лишь 2-3 месяца в году. Поэтому такие нюансы. Этих объемов вам хватает на выпуск вашей произвести продукции? Не проблема. Как говорит у нас главный инженер, произвести можно сколько угодно, главная задача это продать. А продать, как я уже сказал ранее, то есть есть куча составляющих, одна из них решающая, это, конечно, цена. Но помимо этого мы стараемся многогранно подходить к вопросу и угождать всем нашим покупателям. У нас до конца этого блока остается 2 минуты. Поэтому, если что-то можно коротко еще сказать, и потом во втором блоке мы продолжим, но там у нас будет основной темой уже мероприятие, которое состоится в этот четверг. Да, я бы хотел немножко еще пройтись по теме все-таки уровня самообеспеченности мясом. Илья, кстати, спасибо тебе, что ты решаешь не только продовольственную безопасность, еще и демографическую проблему нашей страны, производя молоко для беременных. Молодец. Вопрос важный. Да, тем не менее, на самом деле, хотелось бы тоже заострить, да, потому что не все так хорошо. Если мы говорим об уровне самообеспеченности мясом на уровне 27%, тем не менее, касается мяса свинины, здесь у нас проблема, потому что этот уровень мы там сейчас держим в пределах 5%. Несколько тоже цифр. Всего за 2024 год было произведено 6 миллионов 277 тысяч тонн мяса свинины по всей России, из которых большая часть продукции продается внутри нашей России, но растет рост экспорта мяса. Кстати, думаю, что не все знают, что у нас первый по количеству импортер мяса России – это Беларусь. То есть Беларусь на первом месте. В том году мы экспортировали 114 тысяч тонн мяса. На втором месте у нас Вьетнам – 82 тысячи тонн. И на третьем месте Китай. Значит, общее количество поголовья в России составляет 27 миллионов
голов. Вот. Вас Предлагаю продолжить этот разговор в следующем блоке. В следующем блоке. Короткие 4 минуты, оставайтесь. Дорогие друзья, мы продолжаем, и тема второго блока звучит «Маркировка рекламы в интернете». Говорим мы про предпринимательство, про рекламу. Еще раз я представлю гостей, которые сегодня в нашей студии. Президент Торгово-промышленной палаты Республики Саха-Якутия Марина Богословская. Марина Олеговна, еще раз здравствуйте, приветствую вас. Денис Савостин, член Комитета по развитию агропромышленного комплекса Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, основатель бренда «Мархинская». Илья Самсонов, генеральный директор Якутского городского молокозавода. И сейчас к нам присоединился еще один гость. Это Петр Бурцев, учредитель сервиса маркировки рекламы и единственного сервиса в Якутии и в России, и организатор, один из организаторов мероприятия бесплатного, которое пройдет в этот четверг, 27 марта. И на это мероприятие, я думаю, мы сегодня пригласим всех тех, кому оно будет интересно. Да, конечно. Может быть, мы дадим слово нашему новому гостю Петру Васильевичу с самого начала. И можно прямо про мероприятие сразу же начать, которое будет в четверг. Может быть, мы скажем, кто будет спикерами. Марина Олеговна, вы один из спикеров. Да, можно я Или давайте вы, вводную часть. Дело в том, что, как мы говорили в первом блоке, что произвести можно все, что угодно, да, но самое главное, вот это произведенное продать. Это касается и товаров, и услуг, и поэтому предприниматели, они, вынуждены, скажем так, да, рекламировать свои услуги, а поскольку все сейчас происходит самое интересное, конечно, в интернет-пространстве, то как раз вопрос маркировки интернет-рекламы, он в самое ближайшее время коснется каждого производителя, каждого продавца услуг, товаров. И вот в связи с этим тут хочется Петру Васильевичу слово передать как основателю. Это, я так понимаю, это стартап. Вы являетесь резидентом технопарка, как недавно мы прочитали в пабликах, интервью заместителя председателя правительства Семенова Анатолия Аскалоновича, где он с гордостью отметил, что вы резидент технопарка и являетесь вот как раз автором вот этой площадки, которая должна, как мы понимаем, существенно облегчить жизнь предпринимателям, которые вот столкнутся вот в ближайшее время с новыми вызовами в части маркировки интернет-рекламы. Расскажите о своей разработке. Во-первых, всем привет, всем зрителям, да, и всем предпринимателям, всем людям, которые интересна вот эта передача. Во-первых, спасибо НВК, спасибо Торгово-промышленной палате, спасибо коллегам. Маркировка интернет-рекламы сейчас очень актуальная тема, да, не только по Якутии, это и по всей России. Вот. Закон вступил в силу 1 сентября 2023 года, да, принимался в 2022 году. Вот. Мы как IT-компания, как юристы и как айтишники, можно сказать, да, всегда работали с законом, да, и понимали, что под этим законом будет подразумеваться в жизни каждого участника рекламного рынка. Вот. Это вы сами разрабатывали этот закон? Да, это наша команда. Не закон, площадку. Площадку, да. Сам закон предполагает, любая реклама, которая размещается в интернет-пространстве, она обязательно должна быть промаркирована. Любая информация, которая призывает покупать те или иные товары, да, или там вызывает интерес, или, в общем, то, что мы считаем рекламой в интернете, которые, да, и покупаем у пабликов, блогеров, там, даже в своих сайтах, которые размещаем, она обязательно должна быть промаркирована. Промаркирована – это требование закона, за это предусмотрены очень большие штрафы. Борьба с контрафактом. Да, очень большие штрафы. Это за немаркированную рекламу штраф 500 тысяч. За одну рекламу это огромный ресурс, расход и такой очень важный вопрос для любого участника рекламного рынка. Вот. И получается, мы разработали сервис, да, который помогает любому участнику, да, маркировать рекламу. Вы очень умный и крутой тогда, потому что сервис единственный в Якутии и в России, нет конкурентов. Да, на сегодня мы видим, что аналогов подобной системы нет. Нет подобной системы. Мы стали партнерами оператора рекламных данных Сбер. Да, это говорит о многом. Да, как раз мы проводим 27 марта в четверг
очень большое мероприятие, где будет Роскомнадзор, контрольные органы, да, где будет торгово-промышленная палата в лице Марины Олеговны, да, будут ассоциации предпринимателей, благосферы, представители министерств, ведомств, все участники рекламного рынка, можно сказать, да, рекламного рынка. Еще с 1 марта вступил в силу закон, в котором вот социальная реклама, которая размещается различными государственными муниципальными учреждениями, это тоже должна быть промаркирована. Поэтому рынок интернета, да, скажем так, интернет, он становится таким прозрачным, он становится безопасным для потребителя. Да, он становится безопасным для потребителя, да. Ну, чтобы там не споткнуться, нужно будет прийти в четверг, 27 марта, и послушать, как правильно. Да, очень активная запись у нас идет. У нас есть звонок от нашего слушателя или зрителя. Вот про наушники напоминаю, можете просто приложить. Вот вы можете, да, вот вместе. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Слушаем вас. Это мне? Здравствуйте. Да, это вам. Ставянская Елена Ивановна, Среднеколымск. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос. У меня вопрос. 25 по 28 будут проходить повышение курс повышения квалификации по особенности в использовании технологий психологической реабилитации СВО. Немножко не по теме сегодняшний эфир. Вы можете оставить свой вопрос или свой номер телефона, я с вами после эфира свяжусь. Не по теме же, да? А можно я задам вопрос? Задайте. Вот, честно говоря, сегодня встречался со своими коллегами по цеху, они говорят: Денис, а вот сейчас у нас там честный знак, все его боятся, Илья, вы уже это прошли, этот путь. Вот все-таки я вот понимаю, что сейчас у людей будет опять вопрос. Вот вы нагружаете предпринимателей или все-таки вы помогаете? Вот ваша, потому что сейчас народ скажет: вот мы за честный знак платим, сейчас за рекламу, маркировку платим, за это платим, вообще как мы будем выживать? Потому что у нас и так тяжелые условия, да, там высокая себестоимость. Вот я пока не понимаю, то ли вы будете нагружать предпринимателей, то ли вы будете помогать. Плюс или минус? Да. Ну, я отвечу на этот вопрос. Мы, во-первых, не представляем сам закон, да? Мы даже у нас в сервисе первое слово, которое встречает, да, любого пользователя нашей системы, это помощник. Помощник при маркировке интернета. Мы выступаем как калькулятор для бухгалтера, да, как программное обеспечение для любых, приведу пример. Для того, чтобы бизнесу подавать отчетность налоговой, мы подаем декларацию, да, при этом обязаны вести всю внутреннюю документацию, да, и в случае проверок мы выгружаем все эти данные и доказываем все наши движения денежных средств. Мы вот точно такая же программа помощник для предпринимателей. Вот. При этом штраф огромный, до 500 тысяч для юридических лиц. Это одна реклама, не промаркированная, это получится 500 тысяч. Да? То есть меня блогер какой-нибудь прорекламировал, увидели, оштрафовали. Да. Блогера. Есть, блогера. Нет, не блогера, блогера оштрафуют, да, и также предпринимателя оштрафуют. Как правильно сделать тогда? Чтобы этого не случилось, у предпринимателя, да, к примеру, вам, у вас должен быть инструмент, который поставить этот штамп, этот марк. Вот это мы, получается, этот сервис, который помогает всем участникам со стороны рекламораспространителя, да, и со стороны рекламодателя. То есть мы инструмент, мы помощник, мы сервис, мы калькулятор. То есть вы друг, вы друг предпринимателей, да? Для нашего сообщества вы кто? Друг или опять же те, кто на нас или Стас зарабатывает деньги? Да. Но я согласен, что незнание закона не освобождает от ответственности. Не освобождает от ответственности, все правильно. И, кстати, вчера, когда Марина Олеговна сказала, что Денис Анатольевич, у нас будет очень интересный гость, тоже наш партнер торгово-промышленной палаты и член, надеюсь, да, Марина Олеговна. Да, вот. Да. Самое главное, это важно. Первый вопрос, который я задал своему директору по маркетингу, мы рекламу маркируем или нет? Она говорит: конечно, Денис Анатольевич, потому что вы знаете, какие там штрафы. Поэтому вот здесь вот я считаю, что важно, да, Илья, наверное, вы согласитесь, да, со мной, что чтобы вас, понимали, кто вы, потому что наше предпринимательское сообщество, а я как председатель комитета, представляющий интересы
одного из сложнейших наших представителей бизнеса, это сельхозпроизводители и переработчики, но не могу не быть озадаченным и озабоченным все-таки, как это воспринимать, как помощь, как какую-то нагрузку. Спасибо большое, что ответили, чтобы люди понимали, что вы помогаете, а не вы там требуете деньги, потому что 500 тысяч точно дороже, чем... Кстати, а какая стоимость вашей услуги? 500 рублей. 500 рублей, Я формулу скажу. Я имею 500 друзей, да. Имею 500 рублей. Одна реклама, да, в среднем рынке, в якутском рынке, стоит 30 тысяч. Средняя реклама, да? Согласен. Вот, штраф 500 тысяч. Штраф 500 тысяч за немаркированную рекламу. Вот. На самом деле очень здорово, что у нас... Наша услуга 500 рублей, которая защищает бизнес от штрафа 500. А на какой период защищает? На весь период. Но вот важно, да, коллеги, вот, честно говоря, 4 года тружусь на малой родине, важно, чтобы все-таки, я согласен, чтобы наши предприниматели выходили из тени, чтобы вели законный бизнес, да, и чтобы, та же вот эта реклама, она была отмаркирована, надо понимать, что это правильно, и так нужно менять мышление. Я хочу здесь добавить, что регулятором всего этого закона является Роскомнадзор, да, УФАС, также он контролирует, так скажем, это реклама или не реклама, которая все размещается, да? УФАС, он контролирует вот эти процессы, антимонопольный орган, как антимонопольный орган. Сейчас еще с 1 марта вступил закон, где реклама распространителей, да? Это получается сайты, рекламные агентства, благосфера, паблики, все, кто зарабатывает на рекламе, обязаны будут платить 3% сбор один раз в квартал. То есть подключается еще и налоговый орган. Да, вот жизнь проще не становится. В части контроля, там, нагрузки, вот этого вот, всего этого наш сервис, он в этом никак не участвует. Мы разработали сервис, который будет помогать предпринимателям. Да, без упрощать сам процесс маркировки. Упрощать вот этот процесс, он будет для них являться как калькулятор. Петр, еще вот хочу тоже от лица всех представителей отрасли нашей все-таки сказать, что у нас, вы знаете, многие даже вот наши сельхозпроизводители даже там не имеют компьютеров, да, или не умеют работать. Представляете, там выращивают картошку, вот все-таки, или там, не знаю, свиней, да, там. Вот я правильно понимаю, что у вас будет какой-то бесплатный семинар, который будет учить наши предприниматели пользованию этой платформой? Да, очень правильный вопрос. Наш сервис разработан именно таким образом, что любой человек, хоть как-то доступный к интернету, даже с телефона, любой, не имея компетенции, может промаркировать рекламу. Очень здорово, и не надо погружаться в эту тему, тратить время, чтобы ее изучать. Достаточно воспользоваться услугами сервиса. Еще как предприниматель, считающий деньги, хочу спросить, а есть какой-то демо-период, то есть период, позволяющий потестить программу, потому что я же могу и без вашей платформы это все делать, но просто вот как есть, могу я бесплатно попробовать, работает или не работает? Я вас приглашаю на Public Talk, где все эти вопросы будут обсуждены. Без Ильи Александровича не пойду. Это первое, да. Второе, в нашем сервисе первая маркировка это бесплатно. То есть любой может попробовать, да. Но есть определенные условия, но первая маркировка это бесплатно. То есть 500 рублей уже мы экономим, как минимум. Да, вы как бы экономите как предприниматель, да. Но здесь надо понимать, что вы экономите всегда. За каждую маркировку вы экономите каждый раз 500 тысяч. Это автоматическое ведение документации, да, это первое. Это автоматическая передача отчетности. Это автоматическое закрытие актами, статистиками. То, что сейчас участники рекламного рынка об этом еще не знакомы. То есть даже есть случаи, когда получают маркировку, и при этом еще нужно еще отчитаться по просмотрам, да, документациями, актами. И обязательно, возвратившись к себе на работу, спросите своих маркетологов. Мы отчетность делаем, актами закрываем, да, вот эти все вопросы. То есть все это должно быть удалено. Очень много вопросов, на которые мы будем отвечать. Не только мы, да, мы организуем этот Public Talk, чтобы ответить на все эти вопросы. Чтобы контролирующие органы, да, чтобы организации, которые заинтересованы в этом и которые должны обучающие вебинары, семинары проводить, это же как бы задача других органов, да, государственных органов, Министерства предпринимательства, да, возможно, Министерство инноваций, которое предоставляет какие-то технические условия.
Вот, поэтому мы их всех приглашаем, и они будут отвечать на все вопросы, которые будут возникать при этом. Тема очень актуальная. Да, это, конечно, это... Я вот всегда сравниваю, если сравнивать... У нас ролик еще есть, я не видела, показывали или нет. Если не показывали, покажите, да, пожалуйста, про завтрашний бой, про мероприятие 27 марта. Да, вот если сравнивать, помните, когда мы рекламы вешали разные, баннеры возле своих магазинов, да, рекламные конструкции разные ставили, да, и были даже разные случаи. И этот рынок начал регулироваться, то есть законом, да, то есть рекламные конструкции мы получали разрешения, да, какие-то вот требования, да, по цвету, по информации, которая размещается. Сейчас это, ну, государство начало требовать и части интернета. Вот поэтому это на самом деле это упорядочивание, это прозрачность, это контроль разных мошеннических схем, да, чтобы не было, чтобы продукция тоже рекламировалась в интернете, была в рамках закона, то есть чтобы информация передавалась людям, потребителям. Такая. Ну, вот я хочу тоже добавить, что буквально в течение недели, как мы запустили регистрацию на это мероприятие, уже зарегистрированных участников потенциальных практически 260 человек, практически 260 человек. То есть очень широко эта информация пошла в народ, так скажем, да, и большая заинтересованность. И вот 27 числа правильно подобранные спикеры, так я считаю, да, которые с разных сторон эту проблему на нее посмотрят, они поговорят, и будет возможность сразу там же, да, вот как раз потестить это приложение, то есть блогеры там прямо на месте, вот такой будет визуальный ряд, когда можно будет посмотреть, как это правильно делается. Да, но наша задача вот больше, чтобы организовать ответы на вопросы, да, для предпринимателей. Вот. Марина Ильина, очень важно, да, просто чтобы наше предпринимательское сообщество все-таки понимало, что есть этот сервис, который предлагает Петр, да, там нету, маркировать надо. И если не маркировать, это штрафы, правильно? Да, да, да. Эту чтобы не было вот такого какого-то ошибочного мнения, что вот чуть ли не вы сделали это законопроект. Законопроект точно не вы пишете. Это понятно, что есть обязанность это делать. И как раз, но ведь многие пользуются, да, там удобными сервисами, которые предлагают банки. И это действительно удобно. Нет, это вообще поэтому реально очень круто, на самом деле. Я считаю, что меня честно вот не перестает удивлять, что у нас есть в Якутии реально сектор экономики и компании, которые предлагают услуги в сфере IT. Я знаю, у меня многие ребята, кто делают крутые продукты, известны уже во всей России. И даже в мире, не побоюсь этого слова. Спасибо большое, очень круто. Да, спасибо. И вот мы, не откроем тайны, наверное, да, хочется про это сказать, что мы с Петром Васильевичем ставим перед собой такую амбициозную задачу, и через систему торгово-промышленных палат Российской Федерации мы хотим донести эту добрую весть о существовании такого сервиса до наших коллег во всех регионах. Да, все верно. Спасибо большое, дорогие гости прямого эфира, слушателям и зрителям спасибо за внимание. Ну и, конечно, приходите все в этот четверг, 27 марта, в ТРК «Примада», да? Да, 6-й этаж. Да, и всем хорошего вечера. Спасибо.